Народы Кавказа – это различные этнические группы, населяющие Кавказ, северный или южный. В регионе проживают от 50 до 62 этнических групп. Кавказские языки – условное название языков Кавказа, не входящих ни в одну из известных языковых семей, распространенных за пределами Кавказа, например, индоевропейскую, алтайскую. На Кавказе живут народы с совершенно различной культурой, антропологией и конфессиональностью. Некоторые имеют анатолийское происхождение, некоторые тюркское, другие скифско-сарматское и даже монгольское и еврейское. Автохтонные – это языки, у которых нет очевидных родственников за пределами Кавказа, которые целиком распространены именно на Кавказе, это языки народов, которые живут на Кавказе очень давно. В последнее время в соцсетях часто видим, что некоторые жители Кавказа тюркского происхождения сильно увлечены изучением истории черкесов. С чего бы это? Нам очень интересно стало, так как не каждый народ, за исключением историков, не будет изучать так усердно чужую историю. Ни для кого не секрет, что многие народы Кавказа хотят приписать к себе аланство. Аланы – это ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения, прямые потомки аланов являются только осетины. Но тюркские народы хотят быть аланами, но, увы, хотеть и быть – это уже разное. И они нашли другой вариант, чтобы быть кавказцами. Увы, с аланами им не повезло, так как аланы – это ираноязычные кочевые племена. И они перешли теперь на черкесов-адыгов. Черкесы – это один из коренных жителей Кавказа, сами себя называют адыги, а другие народы их называют черкесами. Ранее мы говорили, что наши соседи очень усердно изучают историю черкесов. И вот нашли, что у казахов есть племя, и называется это племя Шеркеши. И утверждают, что черкесы и есть казахское племя Шеркеши-тюрки. Наши оппоненты говорят, что казахи-шеркеши жили на Кавказе, и рисуют всякие карты Кавказа, где написано «казахи». Посмотрите на эту карту. Тут невооруженным взглядом видно, что шрифты разные и слово «казахи» выделяется из остальных слов, что написано на карте. Но как мы знаем, автохтонные языки Кавказа – это языки, у которых нет очевидных родственников за пределами Кавказа. И тут очевидно, что тюркский язык не автохтонный язык Кавказа, но на этот факт они закрывают глаза. У них есть другие доводы, это схожесть терминов черкес и шеркеш. Смотрите комментарии, что они оставляют в соцсети. Как они хотят быть черкесами.